Якутия. Канал НВК «Саха» продолжает свое вещание. В эфире программа «Новый день», четверг, 25 января на календаре. 25 апреля на календаре. Именно в этот день свет увидела статья, посвященная молекулярной структуре нуклеиновых кислот, и полностью перевернула представление о сущности всего живого. Именно тогда мир узнал о существовании носителей информации, а именно молекулах ДНК. И, наверное, благодаря этому открытию сейчас лечится очень много генетических заболеваний, да, ведь какое очень значимое открытие. Но, Катя, я хочу тебя поздравить с праздником. С каким праздником? Сегодня весь мир отмечает День дочерей. И этот праздник продолжает вот эту череду семейных праздников, которые посвящены членам семьи, отцам, матерям, дочерям, братьям, сестрам, сыновьям и так далее. И эти праздники нацелены на укрепление семейных уз, ну и, конечно же, отношений и прибавление любви в семье. Согласна. Я думаю, что этот праздник должен стать хорошей традицией в каждой семье. Очень надеюсь, что и погода в этот день порадует нас солнцем и теплом. Ну, об этом мы узнаем прямо сейчас. Не январь же месяц. В центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила -2 градуса. Днем ожидается +6, +9 градусов. В заречных районах в 6 часов утра +4, -4, днем ожидается +6, +10. В южных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -7, -8, днем ожидается +7, +8. В Вилюйских районах в 6 часов утра температура воздуха составила -3, -4, днем ожидается +9, +12 градусов. В Нижнеленских районах температура воздуха составила от 1 градуса до +3, днем ожидается +4, +9 градусов. В западных районах температура воздуха составила +2, -1 градус, днем ожидается +8, +11 градусов. В Колымы-Нигирских районах температура воздуха составила -1, -8 градусов, днем ожидается +1, +7. В Янских районах температура воздуха составила в 6 часов утра -1, -8, днем ожидается от 0 до +9 градусов. В северо-западных районах температура воздуха в 6 часов утра составила от -21 до -11, днем ожидается от -8 до -14. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 0 градусов, атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба, ветер 5-10 метров в секунду, днем ожидается +7, +9 градусов. А теперь внимание всем, кто в поисках работы. Прямо сейчас наша традиционная рубрика «Вакансии». Итак, требуется инженер-сметчик, исполнительность, высшее техническое образование, стаж работы в должности инженера по сметной работе второй категории не менее 3 лет, с допуском к работе на опасном производственном объекте, аттестация в области промышленной безопасности, заработная плата 40 000 рублей. Также требуется сборщик, опыт работы в производстве мебели от 1 года, навыки работы с импортной фурнитурой и современными материалами, мобильность и коммуникабельность, наличие авто приветствуется, знание специфики мебельного производства, заработная плата 100 000 рублей. Требуется слесарь по ремонту технологических установок 4 и 5 разряда. Обязательно наличие удостоверения слесарь ТО 4 и 5 разряда, образование среднее или высшее профессиональное. Опыт работы в аналогичной должности приветствуется. Заработная плата 33 000 рублей. У человека есть возможность получить 48 услуг, которые предоставляются управлением соцзащиты. В них, конечно, самые распространенные – это детские пособия, да, разные виды детских пособий, которые касаются и многодетных, и ежемесячного пособия для малоимущих семей. Это как раз-таки для получения справок студентам, чтобы получать социальную стипендию в своих вузах.
И в основном мы сейчас работаем на популяризацию именно этих направлений. Человеку не обязательно подтверждать личность в центре обслуживания. То есть он может, сидя дома, просто зарегистрироваться на портале, найти нашу государственную услугу из перечня и подать заявление. После подачи заявления в течение 1-2 дней ему обязательно перезвонит наш специалист, назначит время удобное для клиента, чтобы без очереди в назначенное время подойти с оригиналами документов и просто их сверить. К заявлению обязательно прилагаются сканированные документы, либо фотографии. То есть, опять же, тут нужно сказать о том, что можно сфотографировать с телефона те же свидетельства о рождении, паспорт, первоочередные документы. На некоторые виды услуг, если мы говорим о ежемесячном пособии, это обязательно документы о доходе. По указу главы республики у нас ввелись 3 дополнительные выплаты, дополнительные меры социальной поддержки. Они касаются рожденных детей с 1 января 2019 года. И первого, и второго, и третьих, и последующих детей. И на вот эти выплаты тоже можно и нужно подавать через государственный портал. Через государственный портал в чем преимущество? В том, что, во-первых, это круглосуточно, независимо от праздничных дней. Заявления подаются и рассматриваются в кратчайшие сроки. То есть обязательно у подавших через госпортал идет преимущество, чем у тех, кто подал на бумажных носителях. С прошлого года действует сайт Управления соцзащиты города Якутска uszn.yakt.ru, где любой наш клиент может получить необходимую информацию по всем услугам. В нем расположены и новости нашего управления, которые происходят в городе. В нем отражены все наши услуги. Можно для себя узнать все перечни документов. Также там есть калькулятор среднедушевого дохода. Можно сразу посчитать, подходят они по этим услугам или нет. Это очень удобно, поэтому приглашаем посетить наш сайт. Напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер по-прежнему работает. Абонент МТС 279-2262, на который мы ждем ваши сообщения, поздравления, пожелания и вопросы для нас и наших гостей. Ну а далее у нас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день» на НВК «Саха». Сегодня у нас 25 апреля, не января, не вводим в заблуждение. Четверг на календаре. Далее наша еженедельная рубрика «Пусть мама придет». Меня зовут Юля, мне 15 лет. Я увлекаюсь спортом, люблю бокс, тяжелую атлетику, легкую атлетику. Занимаюсь бисероплетением, вышивкой, иногда шью, люблю готовить. Кем ты мечтаешь стать? Журналистом. А почему журналистом? Мне, не знаю, мне нравится эта работа сама по себе. Брать интервью, литература, русский люблю. А ты уже брала интервью? Было один раз в Ленске. А как журналист, какие темы, какие сюжеты ты бы хотела делать? Освещать, брать интервью? Что-нибудь интересное, то, что удивит людей, или что-нибудь новое вкладывать в жизнь людей. Юля пишет стихотворение. О любви, о жизни людей, которые тяжело живут, о конфликтах родителей и детей, и как они мирятся. Мне 18 лет, я люблю учиться в школе, люблю резать, люблю буквы запоминать. Мне нравится в школе писать, считать. А ты у нас, когда вот вырастешь, станешь большим, кем будешь? Компьютерщиком. Компьютерщиком? Будешь какие-то игры придумывать или программы разрабатывать? Программу разрабатывать.
Сергей – открытый, общительный парень. Он любит дарить свою доброту окружающим. Сергей с большим уважением относится ко всем сотрудникам дома-интерната. Он открыто общается со сверстниками, уча младших тому, что умеет сам. Сергею необходим наставник, который сопровождал бы его по жизни. Можете говорить уже? Моя мечта, я уже давно мечтаю, правда, встать на ноги. Зоя обучается в 11 классе, умеет читать, писать, помогает взрослым, убирает, заправляет кровати, помогает младшим деткам в одевании, раздевании, умывании, докармливает, которые не хотят кушать или вредничают. Девочка добрая, ответственная. Мы ее очень любим и желаем, чтобы она нашла хороших родителей. Доброе утро! Этот четверг богат на кинопремьеры. Так, для российских кинозрителей сегодня представит документальное кино об оживших комиксах «Супергерои. Как все начиналось». Также нас ждут два лучших фильма Берлинского кинофестиваля. Это фильм «Пираньи Неаполя» и драма под названием «Синонимы», военная драма «Последствия» и картина российского режиссера «Смотри мою любовь». Подробнее о киноновинках в нашей постоянной рубрике «Киноафиша». В каждой культуре есть герои, олицетворяющие идеал для своей эпохи. Представляем вашему вниманию киноновинки этой недели, которые стартуют в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Уникальный документальный проект про формирование культурного феномена, захватившего весь мир и породившего толпы преданных фанатов. Сегодня комиксы – целая субкультура, которая наглядно иллюстрирует ценности и взгляды человечества на мир. Это искусство, массово затрагивающее все сферы жизни современного человека. От изображения на футболке до новой экранизации. Фильм «Супергерои. Как все начиналось» расскажет, как зарождались идеи и как они воплощались на экране. 1946 год, послевоенная Германия. Суровой зимой Рэйчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что ее супруг принял неожиданное решение. Они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству. За новую жизнь. Так, отлично, отлично. Российская картина «Смотри мою любовь» расскажет о талантливом юноше Александре, воспитанного в детском доме. Он усиленно готовится к титульному бою по ММА, но в амбициозные планы юноши неожиданно вмешивается его величество случай. На сборах он встречает загадочную глухую девушку Дину. Преодолевая трудности в общении, молодые люди влюбляются друг в друга. Что принесет эта любовь и станут ли главные герои счастливыми? Братья гибнут во имя чести. Память о них живет. Также уже сегодня можно посмотреть картину призера Берлинского кинофестиваля за лучший сценарий. Фильм «Пираньи Неаполя». История о юности и преступном образе жизни. Попытка разобраться в том, насколько совместимы такие важные для каждого юноши чувства, как любовь и дружба с одной стороны и реалии криминального мира с другой. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Единственный показ драмы «Синонимы» смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» в 20:30. Aucun pays n'est tout ça à la fois.
Фильм, победивший в феврале на Берлинском кинофестивале. Израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж в надежде, что Франция станет его новым домом, а французский язык – новым средством общения с миром. За один день герой успевает вселиться в чужую брошенную квартиру, потерять все свои вещи, чуть не умереть от переохлаждения и завести новых друзей. Богемные спасители дарят ему пачку евро, айфон, великолепное горчичное пальто Кензо и обманчивую уверенность в том, что со временем он сможет стать настоящим французом. Go away, Dad. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Завтра, 26 апреля, на базе пространства коллективной работы «Точка кипения Якутск» состоится форсайт-сессия по высокотехнологичным рынкам национальной технологической инициативы с привлечением заинтересованных лиц. Более подробно об этом мы сегодня говорим с нашим гостем. Рада представить вам директора индустрии будущего, программного директора «Точки кипения Якутск» Ивана Степанова. Иван, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала проясним телезрителям, да, что такое, что из себя представляет национальная технологическая инициатива. НТИ, да, сокращенно? Да, сокращенно НТИ. Вот прежде чем рассказать о том, что НТИ, я бы сказал, что очень важно сейчас понимать о том, что происходят достаточно серьезные изменения в нашей жизни. Об этом телезрители понимают, и в одном из сюжетов сегодня даже вот уже прозвучало об этом. Но мир не просто меняется, он уже изменился и будет еще больше меняться. И мы, как жители как бы современной жизни, да, скажем, мы это все увидим. И в связи с этим в нашем государстве появилась такая комплексная долгосрочная программа, как НТИ, Национальная технологическая инициатива, которая направлена на то, чтобы сделать так, чтобы наше государство к 2035 году стало одним из мировых технологических лидеров. Вот. И это должно быть создано путем таких условий специальных, да, созданных для технологических компаний. Да. И это окно возможностей, когда в период перехода на новый технологический уклад, который, такие переходы бывают, уже происходили, вот, и вот в это окно возможностей можно как раз попасть, и разработав определенные технологии, можно прорваться, сделать прорыв технологический. И в этом тоже наша республика начинает свое участие. И даже уже участвует, но при этом сейчас уже мы сильнее хотим в это, скажем так, погрузиться. Но вообще на что направлена вот эта форсайт-сессия, которая будет проходить? Форсайт-сессия – это такой формат мероприятия, когда участники смотрят вперед, заглядывают вперед. Форсайт означает взглянуть в будущее. И оттуда уже создают тот сценарий развития, который должен будет позволить реализовать эту картину будущего. И данный форсайт-сессия именно пройдет по национальной технологической инициативе с тем, чтобы сформировать сообщество тех людей, которые будут, скажем так, участвовать в реализации данной программы у нас в республике. Вот. И форсайт, он сам по себе отличный инструмент, вот, для того, чтобы уже определить дальнейшие планы, вот, и, скажем так, над чем работать совместно. Ну, кому будет интересно, на кого направлено прежде всего? Прежде всего, оно направлено на то, чтобы привлечь представителей науки, да, бизнеса, государства, общества в том числе. Потому что очень важно, чтобы в нашей республике, в целом, да, вот, появилась критическая масса людей, которые понимают такую программу, и в целом, что происходит в мире, скажем так, да, вот. И тогда мы верим, что возможен будет такой скачок, скажем так, в нашей жизни, который отразится на каждом, и мы действительно почувствуем новое качество жизни, потому что, действительно, это требуют все, и через технологии это возможно, потому что, если посмотреть даже немножечко в прошлое, да, начало 20 века, если, те, кто не знает, рекомендую поинтересоваться,
Вот. В условиях индустриализации, коллективизации вот, колоссальным образом изменилась наша жизнь. И примерно то же самое происходит сейчас. Вот, мы много слышим про цифровизацию, вот, технологизацию и прочее. Вот, в таких условиях мы должны найти новые модели, новые стандарты и подходы жизни. Нам известно, что у участников будет отличная возможность встретиться с гостем, да, из Москвы. Да. Кто это? Олег Викторович Гринько. Он является директором компании «Эта-система». Ну и вообще человек с большим жизненным опытом, в том числе по направлению технологического развития. Там, развивал и разные стартап-компании, да, в технологической вот сфере. И вот он проведет в рамках вот цикла мероприятий по НТИ семинары, и также он будет на форсайт-сессии. Он является лидером рабочей группы по энергетике EnergyNet. Что ж, Иван, огромное спасибо за участие в нашей программе. Желаем плодотворной работы, проведения форсайт-сессии. У нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Мы рады зачитать ваши сообщения. Итак, поздравляю с днем рождения артиста СХ-театра Куприяна Михайлова. Желает здоровья, успехов в творческой работе, бодрого, веселого настроения. И поздравляет его родные. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Еще одна смс у нас есть. Доброе утро, передаю городу Неринге всем моим родственникам с наступающими праздниками. Ура! И мы продолжаем. Ежегодная социальная акция, посвященная чтению, проходит в конце апреля по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. В Хандыге Тампонская центральная библиотека пригласила своих читателей совершить увлекательное путешествие в театральное закулисье, чтобы окунуться в мир литературной классики. Заведующая отделом обслуживания Жанна Шунгуева – библиотекарь с большим стажем. Она считает, что ни одна электронная книга не заменит запах свежей обложки, шелест новеньких страниц. Поскольку мы библиотека, главное для нас книга. И все-таки для нас действительно очень важным является, чтобы люди прикоснулись к источнику. Вот в данном случае это пьесы. Сотрудники социально-культурных образовательных учреждений в эту волшебную ночь превратились в актеров и показали инсценировки, как появился театр, отрывок из драмы «Лаукут Онна Нюргуон», к 210-летию Николая Гоголя отрывки из повестей «Вий. Ночь перед Рождеством». Сегодня мы показывали постановку повести Гоголя «Вий». Очень волновались, несколько раз сбились, но мне кажется, в целом результат получился хорошим. Эту постановку мы показываем в первый раз. Сегодня на «Библию ночи» я играла в повести Гоголя «Вий» Паночку. По-моему, это была самая волнительная роль. Я очень волновалась за то, что у меня не получится сыграть труп. Это было очень страшно, особенно когда я подходила к Саше и играла роль, что я не могу пробиться сквозь стены. Это было как-то немножко наигранно. Я не могла просто сделать так, что здесь просто стоит стена. В антрактах каждый гость мог найти себе любое занятие по душе. Дети младшего возраста выстраивались в очередь в мастерскую аквагрима юной художницы Валентины Яковлевой. Желающих разукрасить лицо, руки было столько, что на помощь пришла мама Вера Александровна. Школьников привлекли кукольный тюз, театральные разминки, взрослая аудитория выбирала квест-викторины в виде экскурсии, мастер-класс по изготовлению театральных масок. Ну, сегодняшняя «Библионочь», наверное, мне запомнится больше всего вот театрализованным представлением, очень ярким. И вот квест я с удовольствием поучаствовала и вспомнила произведение, которое, ну, мы не часто читаем, но со школьной программы должны знать. Такая новая форма семейного досуга хандыгчан, как «Библионочь», стала замечательной традицией. В эту ночь, как на праздник, идут и стар, и млад. И она доказала, что современная библиотека умеет удивлять людей и вызывать любопытство, желание читать, что является немаловажным в век цифровых технологий. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район, специально для программы «Новый день».
рада зачитать еще одно сообщение. Здравствуйте. Поздравляем нашу дочь, сестренку, тетю, племянницу Титову Нину Иннокентьевну с днем рождения, с 28-летием. Желаем всего хорошего, благополучия, успехов в работе и, главное, здоровья. Она работает в Устянском Улусе учителем. С уважением поздравляют вас, Нина Иннокентьевна, родители Галина Петровна и Иннокентий Егорович Титовы, села Тюнгюлю. Из Якутска брат Егор Иннокентьевич, Анна Александровна, Даяна Титовы, а также из Махсагалоха ваши многочисленные родственники. Мы присоединяемся к поздравлениям. И продолжаем. Отборочный этап World Skills Russia продолжается. Молодые профессионалы борются за звание лучших и за место в финале. Самые свежие новости с соревновательных площадок в наших дневниках. Изготовление прототипов. Эксперты собирают тулбоксы. С минуты на минуту должны начать работу юниоры крайнего потока отборочного этапа. Готовность боевая. Задачи для них будут моделирование, получается, на компьютерах. Далее они должны будут распечатать все детали на 3D принтерах. И также еще они должны будут отработать на ЧПУ станках и также покрасить свои работы. Все это потом вместе собрать и показать экспертам нашим. По Junior Skills у нас сейчас прошло по 8 команд, по молодым профессионалам. Прошло 2 потока уже, они закончили. Это получается у нас по 10 и по 8 человеков, 18 человек. Движение «Молодые профессионалы» охватило всю страну. Так, на отборочный этап к нам приехали участники и эксперты из 65 регионов страны. Координируют, направляют их работу волонтеры. Всего задействовано 150 волонтеров с 10 учебных заведений Якутска. Их основной функционал обязанности – это сопровождение гостей, деловая программа, культурная программа, работа в аэропорту, работа в общежитиях, да, то есть как администратор. Это все студенты первых-вторых курсов, получается, и мы попытались задействовать таких студентов, которые именно обучающихся в сфере промышленности, так как у нас чемпионат проходит на базе промышленного техникума и сферы, конечно же, промышленность, поэтому чтобы ребята тоже не только работали, да, во время чемпионата, но и смотрели, как идут соревнования на площадках, чтобы тоже какой-то опыт и получить. Будущий электромонтажник Андрей Гаврилов первый раз решился стать волонтером. В будущем хочет уже принять участие в World Skills в качестве участника. Стать волонтером – это был личный интерес. В обязанности входит помощь, помогаем экспертам, например, принести воду в кулер, либо же проводить их до гардероба, подсказать, что где находится, в какие кабинеты пройти и по каким компетенциям. Я увидел, как люди, конкурсанты, работают, как они стараются и как много у них времени уходит на то, чтобы сотворить свое дело. Соревнования по компетенциям продолжаются. Также в коридорах промышленного техникума ежедневно проходят различные мастер-классы. Для всех желающих двери открыты. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Не отходя далеко от темы, мы продолжаем обсуждать отборочные соревнования для участия в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». И у нас в гостях Диана Новикова, тьютер Якутского технологического техникума сервиса, главный эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции ресторанный сервис, а также студентка первого курса Якутского технологического техникума сервиса Алена Слободчикова. Доброе утро. Да, стоит отметить, что Алена заняла первое место на 7-м открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Поздравляем, Алена. Спасибо. Доброе утро. Про компетенцию, да, мы традиционно спрашиваем у наших гостях, что она из себя представляет, какие у нее стандарты, да? И какие задания для конкурсантов? Ресторанный сервис. Доброе утро. Наша компетенция называется ресторанный сервис. Участники показывают навыки обслуживания. У нас 4 основных блока имеется, то есть модуля. Это банкет, кафе, ресторан
бар и бариста. То есть они показывают навыки, умения и знания, как правильно работать с кофемашиной, например, за барной стойкой, как правильно приготовить классические коктейли, навыки обслуживания, по каким видам иным, допустим, кафе, ресторан, они очень сильно отличаются, они показывают. Так, у нас прошли отборочные соревнования в город Сургут в середине апреля. И сегодня стало известно, что мы прошли отборочные соревнования и едем в финал. Здорово. И хочу также поблагодарить Ассоциацию гостеприимства и рестораторов города Якутска за то, что они дали нам возможность подготовиться на их площадке по разным предприятиям. Это ресторан «Понаехали», шашлыков и Travel's кафе. Алена, расскажи, насколько тебе тяжело было, тяжело далось первое место? Да, конечно, тяжело, особенно в начале, когда Сколько было конкурентов? Конкурентов было в регионе 6 человек, и далее уже 35 человек, то есть все регионы участвовали по всей России. Самое трудное — это, конечно же, процесс подготовки. А на выступлении уже там начинается мандраж, и очень трудно его все побороть, поэтому в этом вся трудность заключается. Да, чем больше ты подготовишься, тем лучше ты выступишь, да, независимо. Подготовься на 200%, выступишь на 100%, как говорят. Да. А сколько было этапов, да? Получается, вначале мы проходим внутри, техникума, отборочный этап. Далее идет уже региональный, то есть уже за всю республику боремся. И далее отборочный, и в конце национальный финал. То есть уже вся Россия. А что ты выполняла, мне интересно, вот конкретно какое задание у тебя было? У нас было 3 модуля. Это бар, бариста и ресторан. Так, а что касается соревнований в Сургуте? Там получается, там вот задания похожие? Да, все же, схожее, да? как бы, да, только могут что-то поменять немножечко, что-то добавить, но в принципе все то же самое. То есть мы подготовились как нужно и выступили. И, соответственно, больше участников, да? Да, конечно. Здорово. Но у тебя дальнейшие какие планы? Кем ты себя видишь? Вообще после Сургута, после отборочных появились огромные амбиции, огромное желание борьбы той самой, и поэтому я хочу серьезно подготовиться и не подвести республику. Молодец. Алена, мы, несомненно, желаем тебе удачи. Спасибо большое. И успехов. Спасибо. Спасибо огромное, уважаемые гости, очаровательные гости у нас, согласись, Дим. Мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Увидимся с вами завтра на нашем канале. Передаем слово нашим коллегам, дорогие друзья. Оставайтесь всегда с нами и встречайте утро вместе с нами. С нами.